Что нас ждет в будущем, в нашем цифровом будущем? Попадем ли мы в цифровой концлагерь? И что будет с нашим цифровым суверенитетом? Не получится ли так, что глобальные цифровые гиганты станут подменять собой национальное государство? И выживет ли казахстанское телевидение в этих условиях? Победят ли роботы и искусственный интеллект? И какие профессии в будущем умрут? Об этом мы поговорим с известным экспертом Евгением Волковым. Ну что, куда мы движемся в нашем цифровом будущем? Ваше мнение? Ну, есть несколько фактов. Мы все умрем. Однозначно. Кто-то раньше, кто-то позже. Ну почему? Мы будем, наверное, чуть дольше жить. Продолжительность жизни увеличивается. Не, ну мы все умрем в результате. Вопрос в том, как мы умрем и где. Ну, то есть то, что сейчас происходит, если смотреть глобально, если совсем такие тенденции, да, Facebook запустил мету. Продажи VR-комплектов пошли в гору. Параллельно вспоминаем премьеру 4-летней давности «Первому игроку приготовиться». Да. Раз. Два. Автоматизация оставляет людей без работы. Ну, потому что такое количество рук и, к сожалению, такое количество мозгов больше не нужно для выполнения основных функций бизнеса. Соответственно, появляется большое количество безработных, которых некуда девать. Потому что количество рабочих мест, которые есть, никогда не покроет то население, которое стремительно приумножается. Соединяем первое со вторым, получаем безусловный доход. VR — люди, которые большую часть времени занимаются очень осмысленной работой в виртуальном пространстве. Например, играми или какими-то очень простыми time-consuming действиями. Ну, игровая индустрия уже очень хорошо умеет потреблять время, очень хорошо. То есть все же, у вас есть на мобильном игры? Ну, у меня очень мало их. У меня просто времени нет физически играть. Слава богу, да, что есть как бы то, чем можно себя занять. Но если посмотреть, например, в автобусе, какое количество людей сидит и играет. Потом они приезжают, условно, на работу и продолжают играть. В перерывах. Добросовестные сотрудники. Дети играют с раннего детства. Раз, два, три. Виртуальная реальность, безусловный доход, допаминовые игры. Все счастливы, все довольны, бизнес работает, люди заняты. Вот такое будущее нас ожидает. То есть вот сейчас, после январских событий в Казахстане, очень серьезно обсуждается вопрос безработицы, то, к чему, то, что стало первопричиной, вот это вот социальное расслоение людей, которые вышли на улицы. И вот сейчас правительство якобы ищет пути для увеличения количества рабочих мест, чтобы трудоустроить вот это вот все население. То есть можно, в принципе, здесь посмотреть на эту проблему совершенно по-другому и признать, что количество рабочих мест, которое обеспечит людей нормальным существованием, создать нереально. Давайте так, то, о чем я говорю, это перспектива следующих 20-30 лет. Если говорить про отдельные экономики отдельных стран, баланс разный. Где-то рабочие места есть, где-то рабочих мест нет. Но мое личное мнение, да, что количество рабочих мест все равно будет сокращаться. Мне кажется, что, опять же, я не эксперт в экономике и в трудовых ресурсах, но мне кажется, что в Казахстане, например, сервисная составляющая экономики отстает от Европы, например. Да? То есть количество людей, которые заняты в сервисных проектах, меньше. Вот. И здесь может быть какая-то потенциальная ниша для роста. Но, опять же, я не могу комментировать, потому что это не моя экспертиза. Хорошо, вот обращаясь к тому фильму Спилберга, о котором мы в самом начале говорили, «Последнему игроку приготовиться», там некий цифровой гигант, там был некий цифровой гигант, который, по сути, управлял этим всем городом. Вот что скажете про вот эту вот тенденцию?
У нас получается, что цифровые гиганты сегодня захватывают мир и постепенно начинают подменять национальные государства. Ведь смотрите, Трамп воевал с Huawei, ну то есть там прям было разбирательство, арестовывали там финансового директора и так далее. То есть Huawei это тоже такой серьезный цифровой гигант. Что делать с этим? Как это будет дальше развиваться? Вот как вы видите? Ну, Трамп с Huawei не воевал, да, нельзя называть избиение войной, да, то есть, Ну да. как бы, мне кажется, что неправильно использовать будущее время, да, в завоевывать, то есть уже завоевали. Если посмотреть на цифровую инфраструктуру, да, то есть, ну, если не брать какие-то серьезные железки, там, сервера, там, и все прочее, там конкуренция есть, то, соответственно, в конечных устройствах вы сейчас держите в руках iPhone. Нет, это не iPhone, это Oppo. Oppo. Ну, хорошо, вы, собственно говоря, вы являетесь поставщиком данных для Гугла, для производителей телефона и для всех сервисов, которые установлены на вашем телефоне. 80% из тех сервисов, которые у вас стоят на телефоне, они глобальные. Ну, то есть это Facebook, это Google, это там, не знаю, Twitter тот же самый, да, то есть это то, что трансгранично, транснационально. То есть компании создают продукты, которые чаще всего объединены в экосистемы, которые обеспечивают множественные точки контакта с пользователями. И как бы дальше очень сложно бороться с транскомпанией, когда она зашла к вам на рынок. Ну, я как человек, который делает проект, конкурирующий с YouTube, ну, как бы могу долго жаловаться. То есть понятно, что когда на транснациональный проект работает комьюнити мировое, причем работает иногда осознанно, иногда неосознанно. Ну, то есть там те люди, которые создают видео для YouTube, ну, обычно преследуют несколько целей. Да? Там одна неизбыточная — это заработать. Вторая — это, ну... Почему и на YouTube это неизбыточная цель? Вот есть это Настя, которая вошла в 26, рейтинг 26, да, 26 миллионов долларов за год, насколько я помню. Да. Сколько Настя? Сколько их физически? Ну, то есть... Ну, и Настя, и ее команда, родители там. Нет, сколько людей, которые зарабатывают лично $1 миллион в год на Ютубе в СНГ? Ну, сколько? Десятки, может быть. Ну, то есть это не сотни, это не тысячи, да, то есть это единичные. Даже, наверное, не десятки, а пара десятков. Да? То есть я говорю именно про заработок с Ютуба. Не про пиарные контракты, не про интеграции, да, а конкретно вот что вам платформа платит за ту рекламу, которая была показана в вашем контенте. И истории про Настю, они очень хорошо работают на пиар Ютуба, потому что, ну как бы, вот смотрите, вот девочка, вот она уже в списке Forbes, давайте дерзайте, да, соответственно, чем больше контента, тем больше рекламы, чем больше рекламы, тем больше выручка, чем больше выручка, тем больше возможностей для продвижения и всего прочего. То есть это такой немножечко замкнутый круг. Там, если посмотреть на Facebook с Инстаграмом, да, то есть Facebook, Инстаграм, WhatsApp, они контролируют коммуникацию и медиапотребление. Ну, YouTube там рядом стоит с длинными форматами, а то, что касается текста и картинок и коротких видео, понятно, что вот эта тройка контролирует. И это по всему миру происходит. Это происходит по всему миру, и как бы весь ужас в том, что при создании алгоритмов этих продуктов используется, как это правильно сказать, они нацелены на допаминовый синтез, да, то есть на то, как люди получают удовольствие в процессе потребления контента. Да. То есть есть лаборатории, когда человек садится, смотрит там, не знаю, иконки на ленте и меряется уровень допамина, который у него при этом выделяется. Выбираются те интерфейсы, которые вызывают наибольшее выделение допамина, соответственно, мы все наркоманы. Ну, то есть цифровые продукты изначально рассчитаны на то, чтобы... Генерить этот гормон. Да, да. И понятно, что у вас Ну, отложите телефон на 2 суток, вас же ломать будет. Ну, прям ломать, да, то есть это вот... А где телефон? А вдруг там что-нибудь пришло?
а мне надо что-то написать, а мне надо что-то Не, посмотреть. а может быть, это еще появилась такая зависимость от информации? Не кажется? В том числе. То есть вот если раньше, например, там информация была, доступ к информации был как бы, ну, такой, скажем, достаточно непростой. То есть надо было... Каналов было меньше. Каналов было меньше, надо было там, чтобы какую-то информацию получить, там пойти в библиотеку, физически что-то переместиться куда-то, что-то там сделать, или там сходить купить газету. Ну, в общем, что-то надо было, какие-то телодвижения сделать. Сейчас тебе просто никаких телодвижений делать не надо, ты лежишь тупо на диване, и ты имеешь доступ ко всей информации. Соответственно, у тебя появилось привыкание к этому. Вот хороший пример, да, то есть раньше нужно было сделать осознанный выбор. Да. То есть надо было встать с дивана и пойти, не знаю, купить газету. Выбрать конкретно что-то. И выбрать. Мгм. И, ну, в Советском Союзе из 2 доступных газет выбрать одну из 2 доступных. А сейчас, соответственно, работают рекомендашки, и вам ничего делать не надо. Да? То есть вас избавляют от самого неприятного процесса в жизни. Да? Вам не нужно выбирать. То есть вы с точки зрения мозга у вас все хорошо, да, то есть вы не напрягаетесь, и у вас постоянно допаминчик. Все хорошо. Поэтому и ломает. Но да, количество каналов получения информации разительно увеличилось. Да, то есть дети, мы считали в какой-то момент, что если 50 лет назад там, каналов было 4-5, то сейчас их 25-30, да, возможных каналов получения информации, которые окружают ребенка с детства. Мозг пластичен, люди к этому привыкают. Подростки, я сына в какой-то момент поймал на том, что он сидел, играл в доту, общался с ребятами в игре, параллельно переписывался в Телеграме, а параллельно у него еще был звонок с другими друзьями, и он успевал все это одновременно, и рядом еще лежала книжка, которую он почитывал. Вот эти digital native, которые родились уже с сетью, да, они другие. У них по-другому работает мозг, они по-другому получают информацию, они по-другому ее обрабатывают. Они забавные. Они, конечно, сильно отличаются от нас. Я 78-го года, то есть у меня интернет появился, когда мне было 15 или 16. И у меня, собственно, вот этот вот весь период становления, он прошел без сети. Но в силу профессии у меня есть некоторая профдеформация, то есть я как бы и connected, и еще офлайновый. Вот. А основная масса моих сверстников, они абсолютно офлайн. Не в смысле того, что у них нет устройств, а в мышлении. То есть я часто об этом говорю, что разница между подростками, какими подростками уже, с другой стороны, человек, который родился в нулевом, да, ему сейчас уже 22 года, это уже не подросток, это уже, в принципе, самостоятельный гражданин. Да. Где находится личность, где она хранится? Ну, то есть у офлайнового поколения вся личность здесь. Ну, то есть все ценности, которые представляют какой-то интерес, они связаны с реальным миром. У Digital Natives у них личность разбита. То есть часть этой личности находится здесь, и она связана с какими-то, такими рутинными процедурами, типа поесть, заработать денег, размножиться. А вторая часть личности, она в сети. И со временем, с развитием продуктов, с развитием самой сети, вот эта часть личности, она становится все больше и больше. Цифровой. Да, cancel... то есть большую долю начинает ценности, занимать которые лежат там. Цифровая личность. Вот cancel-культура стала возможна ровно благодаря этому. Ну, то есть раньше как приличное общество поступало, да, человек сделал что-то плохое, его казнили на лобном месте, да, там, показали людям, что так делать нельзя, и как бы все хорошо. Ну, то есть физически применяли насилие к нарушителям. Cancel-культура, она делает то же самое. Только она делает то же самое в той части, которая наиболее ценна для вот этого нового поколения. Они убивают человека там. И все. В соцсетях. Да, это даже чуть шире, чем соцсети. Да? То есть он становится... когда вас кто-то раздражает, вы его баните, да, и вы его больше не видите. Да. А вот теперь представьте просто глобальный бан на человека, его перестают видеть. Да, его тело остается как бы в офлайне, но это уже никому не интересно. Все, что там происходит, он умер, его нет. И это такая новая форма насилия, которая происходит. Кибербуллинг — это же форма насилия. Да, конечно. Но забавно, Мета тут опубликовала пресс-релиз о том, что они вводят личные границы для персонажей, потому что уже посыпались жалобы о том, что несколько
несколько женщин были изнасилованы Да, в МЕТе. да, я читала эти новости. Да, но с одной стороны это показывает немножко безумие того, что происходит, а с другой стороны, когда такая компания, как Facebook, выпускает пресс-релиз о том, что они ввели ограничения для кучки пикселей на приближение к другой кучке пикселей, и при этом все это сопровождается историей для того, чтобы предотвратить сексуальное насилие. Это резко поднимает значимость меты как параллельного мира, да, то есть что к тому, что там происходит, надо относиться максимально серьезно. И вот таких вот новостей, я думаю, что будет больше и больше. Вот возвращаясь к цифровым гигантам и к тому, что они могут в будущем подменять собой национальные государства. Вот у меня такой есть случай, когда были выборы Зеленского. Мой сын, ему на тот момент было, по-моему, 6 лет. И он следил за этими событиями. Он смотрел за... Ну, во-первых, Зеленский был достаточно известным в Ютубе персонажем. Его там были, значит, был контент и так далее. Мой сын следил за этим. И вот когда наступили выборы, приходит один мой родственник, и он у него спрашивает: а ты за кого голосовал? За Зеленского или за Порошенко? Мой сын, который живет в Казахстане. Тот говорит ему: а ты за кого? Он аж растерялся, этому было там 27 лет. Он говорит: я за Зеленского. Он говорит: как ты мог за него голосовать? Ты же живешь в Казахстане, а это выборы президента Украины. Он говорит: это у вас там нельзя, а у нас на Ютубе можно. То есть вот получается у вот этого поколения, как бы Z, у них не только стираются грани между вот, цифровой личностью и реальной, но и между как бы государством. И тогда получается, если вот эти Facebook, Instagram и там кто, Twitter, YouTube, 3 соцсети контролируют 80% потока информации, то значит они завтра могут стать и подменить собой и государство, стать таким цифровым государством. Ну, То есть ты живешь физически в одном государстве, а в онлайне ты живешь в другом. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, покажите мне первый килограмм картошки, выросший в Фейсбуке. Вот, то есть все равно, то есть понятно, что процесс глобализации, он идет. Ну, то есть цифра его ускорила. Ну, то есть, там, если смотреть, там, ВТО, которому уже кучу лет, да, то есть все пытаются как-то укрупняться. Но все равно зависимость цифровой инфраструктуры от реального мира, который разделен на национальные государства, остается. И будет оставаться еще много-много-много лет. Ну, то есть пока, ну, как, в нашем безумном мире много-много-много лет измеряется уже не веками, а десятилетиями в лучшем случае. Как бы, ну, тому же самому Фейсбуку нужно электричество для серверов, им нужна платежная инфраструктура для того, чтобы собирать деньги со своих клиентов. Этим клиентам нужна какая-то, опять же, реальная инфраструктура для того, чтобы реализовывать свои товары и услуги. Ну, то есть говорить о том, что сейчас вот все сольется в экстазе, и мы все... Ну, то есть в случае матрицы, да. Ну мы придем к матрице. Ну, если мы уже не в ней. Да. Вот, что было бы... Куда это все сольется? Все равно мы сейчас вот про будущее говорим. Ладно, понятно, это не этого года, не следующего. Но вот в перспективе, там, не знаю, 30 лет. Ну, если придумают новые батарейки, то это будет, да, намного быстрее. Сейчас одна из больших проблем — это автономное питание у роботов, собственно. А в матрицу я надеюсь не дожить, честно. Вот, потому что... Ну, дети наши будут жить в матрице. Это их проблема уже. Ну, то есть, как бы, там, я когда разговариваю там, с детьми, там, меня иногда зовут там, студентам что-нибудь порассказывать. Да, я говорю: ребят, сори, все, что надо было испортить, мы уже испортили. Как бы, теперь это проблема вашего поколения. Вот мир через там, буквально 10-15 лет будет ваш. Ну и делайте с ним, что хотите. Ну, как бы, это уже ваши проблемы, это не наши проблемы. И... Потому что одна из больших проблем вот этого поколения Z — они инфанты. Они редко берут на себя персональную ответственность, например, потому что для них свойственна коллаборация. Ну, то есть, когда ребенок с детства,
Я один из людей, которые комментируют ролики на Фейсбуке. Я один из людей, которые смотрят трансляцию. Я один из людей, из игроков команды, которая играет, чтобы победить. Если посмотреть, например, на тренд рабочих инструментов, да, то есть все коллаборативно. Мы редактируем документы впятером, мы рисуем схемы, мы все время сидим в зуме. То есть вот это персональное, личное, отдельное пространство с одной стороны и персональная ответственность одного человека, она размывается. А, к сожалению, в реальном мире все-таки иногда приходится брать ответственность на себя. Хорошая шутка про переехал от мамы, на следующий день звонишь и спрашиваешь, где взять красную воду для борща. Это нам смешно. А ребята периодически не понимают, о чем речь. Там же должна быть красная вода. Да. Вот, посмотрим, как оно... то есть посмотрим, как оно пойдет. Время очень интересное, время очень сложное. Перемены накапливаются с такой скоростью. То есть там 100 лет назад среднее время жизни компании большой, там родили компанию, оно составляло примерно 75 лет. То есть за время жизни компании, до слияния, поглощения или банкротства, за время жизни компании успевало смениться минимум 3 поколения сотрудников. Минимум. То есть это люди, которые пришли в компанию после университета или после колледжа или ПТУ, да, проработали всю жизнь, и после них еще 2 раза так. В 80-е это было уже 30, в 90-е это 15, где-то в середине нулевых это уже было в районе 7. Сейчас мы идем к цифре 3. 3 года компания просуществовала, это окей. Это прям хорошая история. Хорошая история, если вас съели. Или если вы кого-то съели. Плохая история — это если вы вылетели. Потому что бизнес-модели меняются очень быстро. Все помнят эта обложка, Лайфа, по-моему, была с президентом Nokia, который стоит, очень красивое, такое мощное фото, он стоит с новой Nokia, звонит куда-то вдаль, и слоган «Кто сможет победить гиганта телефонии?». Nokia была абсолютно непобедима, да, то есть там миллиард трубок, не помню точную цифру, да, но они все, их сломала технология. Причем сломала настолько быстро, что они не успели адаптироваться. И вот таких вот сломов происходит каждый день в разных бизнес-моделях сотни. То есть начиная от такси, доставки еды. Вот, кстати, про такси. Вот здесь про вот эти платформы. Это опять же цифровые гиганты же, большие глобальные цифровые гиганты создают гигантские платформы, которые глобально заходят на местный какой-то рынок и его полностью сметает. Я просто про такси что хочу сказать. Когда первый же Uber зашел к нам в Казахстан, вот когда Uber зашел, я была на одном совещании, где тогда еще сидели директора автопарков наших столичных. Это были такие очень такие авторитетные агашки в таких костюмах, они такие все пришли, они просто смеялись над обсуждением того, что Uber может поломать рынок. Прошло буквально, я не знаю, 5 лет. И сейчас рынок такси просто кардинально изменился. То есть революция платформ будет менять еще и экономику нашу? Или она ее уже коверкает? Нет, она уже поменяла. То есть понятно, что все, что можно было быстро уберизировать, уже уберизировали. Да? То есть уберизация — это что такое? Это, собственно говоря, платформа, которая быстро соединяет поставщика услуги или товара с потребителем, изничтожая цепочку неэффективных посредников. То есть, условно говоря, автопарк в этой цепочке он неэффективный посредник. Да? То есть он просто берет свои дополнительные 5-10% комиссии с человека, который едет. И таких, все время идут поиски новых моделей. Честно говоря, мне больше интересно то, что происходит в каких-то таких достаточно фундаментальных вещах, типа медицины или юриспруденции. То есть ребята знакомые сейчас занимаются, у них небольшой стартап, они делают проект по ранней диагностике рака на основании МРТ. Они просто договорились с большой клиникой, собрали сотни тысяч МРТ-шных снимков и научили нейросеть быстро находить в новых снимках признаки рака.
который человек не в состоянии увидеть. Даже суперквалифицированный специалист. Ну, понятно, что если опухоль видно, он ее увидит. Например, на ранних стадиях, когда опухоль еще не видно, но уже начались изменения в тканях микроскопические, нейросеть за счет, ну, скажем так, разрешения анализа, да, это замечает, человек не в состоянии. В случае с юристами в Штатах вот уже работает нейроадвокат, которому пока приходится, там забавно у них стоит ноутбук, рядом сидит человек, у которого основная задача это читать текст, который написан на ноутбуке. То есть это искусственный интеллект, да, это искусственный интеллект, который заточен на решение одной очень простой, ну, в Америке прецедентное право, поэтому там проще, да, то есть есть обстоятельства дела, есть база знаний предыдущих кейсов, собственно говоря, защита строится на прецедентах, которые уже были, и процент выигранных дел достаточно высокий. Ну, вот судьи, например. С судьями еще хуже, потому что года 3 назад ребята опубликовали результат тестового исследования. Они, опять же, взяли, загрузили большую выборку решений по условно-досрочному с личными делами, собственно говоря, правонарушителей. И как контрольная выборка это рецидивы. Ну, то есть, условно говоря, вот человек попросил УДО, его выпустили, с какой вероятностью он совершит правонарушение еще раз. Разбирали судьи там, с 20 плюс лет стажа. Были в выборке решений, нейросетка принимала решение, собственно, на основе. Эффективнее на 7%. У судей было то ли 19, то ли 20, у нейросети было 12-13 рецидивов. То есть нейросеть уже в состоянии принимать решение о том, надо ли выпустить человека на УДО, при этом ничего не понимая про самого человека. Да? То есть, когда я сталкиваюсь с тем, что многие, когда говорят искусственный интеллект, считают, что это ну, какой-то микроразум. Да? То есть, нет, это не микроразум, это просто набор алгоритмов, который хорошо умеет решать достаточно узкие специализированные задачи, не понимая зачем. И, насколько я знаю, не было еще пока ни одного кейса, когда система искусственного интеллекта обрела самость. Ну, то есть нет ни одного искусственного интеллекта, который говорит «я» и действует, исходя из интересов «я». Ну, и до создания такой системы, я думаю, еще некоторое количество времени уйдет. Пока мы пользуемся ну, вот такими специализированными штучками, которые улучшают фотографии в айфонах, исправляют ошибки при переводе, там, помогают рулить машинами. Это пока не разум. Это пока системы частичного искусственного интеллекта. Что касается роботов, вот какое будущее вы видите у роботизации? Глобально. Ну, то есть понятно, что если возвращаться к первой теме про безусловный доход, VR и все прочее, то ну, кто-то же должен будет заниматься простым физическим трудом. Понятно. Подметать улицы. А зачем? Не надо будет подметать улицы. Будем жить как в фильме. Ну, например, роботы, там, которые что-то убирают, там, не знаю, физический труд заменяет. Ну, представьте себе мегаполис. Ну, давайте помечтаем про фильмы ужасов. Да. Мегаполис, в котором люди не выходят на улицу. Потому что не нужно. Ну, как бы все доставляется. Ну, на самом деле, карантин — это была хорошая репетиция. А зачем убирать улицу? Во-первых, там не так много мусора, потому что нет людей, которые оставляют этот мусор. А ну, природные последствия, типа, там, не знаю, листвы. Снег. Ну, хорошо, он растает. Как бы это не такая проблема. Снег растает, вода уйдет. Ну, листву надо будет, да, 1 раз в год пылесосом собрать. Поэтому, если говорить про глобальную такую роботизацию, то и очень многие привычные нам процессы тоже уйдут. Например? Ну, такие как уборка улиц, да? Ну, например, да. Ну, то есть все, что связано с передвижением. Ну, то есть вам больше не нужно передвигаться. То есть вам не нужно выходить из дома, вам не нужно летать в какие-то соседние города. Ну, то есть рынок такси вообще теоретически может... Ну, такси вообще как услуга перемещения, она умрет может раньше. умереть. Не, она умрет раньше, потому что Яндекс уже, если я правильно могу наврать сейчас, но, по-моему, они получили лицензию на автоматизированное такси. Uber давно ее получил. Пока что... Без водителя? Да, без водителя.
Ну, у Яндекса, насколько я помню, условие, что инженер должен присутствовать в салоне, а машина рулит сама. Ну, еще 5-10 лет алгоритмы дойдут, и, в принципе, если посмотреть с точки зрения собственника бизнеса, ну, что такое такси? Да? Такси — это амортизация автомобиля и зарплата водителя. Мгм. Я, как владелец бизнеса, конечно, немедленно предпочту иметь один большой расход вместо двух. Вот, и все. Ну, то есть это настанет до того момента, как что-то будет глобально роботизировано, автоматизировано и все прочее. Такси просто самый такой близкий, самая близкая и самая уязвимая цель. Перевозки, понятно, что не во всем мире, не сразу. В Индии, я думаю, еще лет 30 они будут автоматизироваться, потому что невозможно автоматизировать дорожное движение, которым управляет Ганеш. Это не входит в... Ганеш — это бог. Да, да. Вот. Ну, как бы везде будут какие-то национальные особенности, где-то регуляторы будут сопротивляться, где-то еще что-то, но в результате я думаю, что здесь экономика побеждает. Даже не экономика, бизнес побеждает, да, то есть, как бы, если у вас есть возможность резко сократить где-то расходы, то вы их будете сокращать, иначе вы будете неэффективны по сравнению с конкурентами, которые это уже сделали. Что будет с образованием? Вот традиционный формат образования, как вы думаете, он будет востребован или все-таки все уйдет в онлайн? Опять же, когда я разговариваю со студентами, у меня есть любимый слайд в презентации, там большой-большой список такой профессий. Угу. Я говорю: ребят, поднимите руку, кто вот сейчас учится. Угу. И там обычно от половины до 80%. Дальше я задаю вопрос: зачем вы это делаете? Вы учитесь на ту профессию, которая умрет. Ну, то есть вас уже сейчас готовятся автоматизировать. Основная масса ответов: ну, маме или бабушке нужен диплом, что я вот типа человек, то все. Это одна история. То есть процесс образования, когда человек получает одну профессию, он характерен еще для того периода, когда компании жили по 75 лет. То есть вы выучились, не знаю, на юриста, и вам гарантирована занятость. И до пенсии вы Да, юрист. в течение всей вашей жизни ничего не поменяется. Вот сейчас, когда профессии, требования к профессиям, сами профессии, они стали, как это в английском, liquid, да, то есть они очень подвижны. То есть эти 3 года ты, там, я не знаю... 5, к сожалению. Ну вот, или там 3 года ты инструктор по йоге. Потом ты становишься... специалистом по финансам. Специалистом вряд ли. То есть скорее так, ты инструктор по йоге, потом ты продавец воздушных шариков, а после этого экскурсовод по джунглям в Таиланде. То есть вот финансовые специалисты тоже под большой угрозой, и, скорее всего, этот сектор будет автоматизирован достаточно скоро, потому что, ну, как бы, если у вас есть входящие данные, если у вас есть понятный алгоритм бизнес-модели, да, то дальше не очень понятно, зачем нужен человек, который пытается это контролировать и делает ошибки в процессе. Ну, то есть понятно, что... Ну, топ-10 профессий или топ-5 профессий, которые вот в течение ближайших 5 лет однозначно умрут? Мне сложно сейчас так. Зависит от того, где. Ну, то есть во всех странах будет происходить по-разному, да, будет зависеть от регуляторов. Я думаю, что юристы, ну, вот в развитых странах, давайте возьмем те, которые уже ближе всего находятся к этому цифровому будущему. Я, кстати, не согласен с этим пунктом, потому что вот развитые страны чаще всего находятся к цифровому будущему намного дальше, чем развивающиеся. Просто если посмотреть, например, на качество мобильной связи, то, например, в СНГ качество мобильной связи намного выше, чем в Европе. Согласна. Просто потому, что сотовые операторы Европы должны были, перед тем, как начать внедрять там всякие модные плюшки типа 4G, они должны были окупить затраты в инфраструктуру, которую они еще в дамп вкладывали 20 лет назад. Соответственно, когда регион приходит к какому-то новому витку цифровизации, не имея ничего, он сразу начинает внедряться с этого витка. У него нет вот этого легаси, который тянет его обратно, что у нас там старые вышки, а у нас там еще вот это. Поэтому скорее рывки будут делать развивающиеся страны, потому что, опять же, в этом старом чопорном англосаксонском мире, да, регуляторы очень сильные.
они очень сильные. Ну вот там криптовалюту, а давайте мы ее посмотрим как цифровой актив, биток падает, а давайте мы ее разрешим, биток поднимается. Да? То есть это люди, которые управляют большим количеством денег, все еще по старым правилам. Как бы вот Ну, кто ближе к цифровому такому глобальному миру? Корея? Китай. Китай. Китай самый близкий, потому что, во-первых, ну, рынок 1,5 миллиарда позволяет делать все, что угодно, не оглядываясь вообще ни на кого. Ну, то есть вообще совсем. Потому что 1,5 миллиарда потребителей, которые расходуют, там, не знаю, там, даже там по, ну, давайте фантастическую цифру, там, $10 в месяц на цифровые продукты, да, дает $15 миллиардов долларов ежемесячно в развитии цифровой экономики. Вот, и там, как бы, там уже можно делать все, что угодно. Ну и плюс ко всему целеустремленность Китайской коммунистической партии в введении курса Китайской коммунистической партии, с которым тоже как бы никто бороться не может. То есть регуляторы, если завтра Китай скажет, что все, извините, все юристы теперь у нас автоматизированы, значит, на завтра все юристы пойдут и переквалифицируются в дворники, потому что, ну, как бы, а что делать? Из дворников их тоже через некоторое время попросят, потому что уже как бы Xiaomi сделал очередного робота-пылесоса для улиц. Вот. Скорее всего, будут автоматизироваться. Мне сложно вот так вот пальцем тыкнуть и сказать, что прям вот там. Будут автоматизироваться те профессии, которые... Если посмотреть чуть назад, то вот как происходила индустриализация и автоматизация производства. Там, в первую очередь, даже самые страшные людские потери в аграрке. Ну, то есть, если там в начале 20 века в аграрке там было занято 80% населения, то сейчас 3%. Ну, просто потому что такое количество людей, которые, ну, физически там с землей что-то делать, не нужно. Есть тракторы, комбайны. Там, если смотреть на синих воротничков, да, на производство, в Штатах сейчас дикая проблема, то, что синих воротничков сокращают, потому что приходят все новые и новые автоматы, там, начиная там, от лесопилки до сборки мебели, да, уже дешевле и проще все это собирать на конвейере. Но в первую очередь падают люди, которые выполняют очень простые повторяющиеся операции на производстве. Да? То есть есть робот, который там, не знаю, перекладывает кубик из коробки А в коробку Б. Раньше это делал человек, сейчас это делает робот. С когнитивными профессиями, там, где надо принимать какие-то решения, будет то же самое. В первую очередь упадут те профессии, которые выполняют повторяющиеся, хорошо алгоритмизируемые действия. Там, условно говоря, бухгалтер, который ежемесячно сдает баланс там, в налоговую, платит зарплату, это достаточно просто автоматизируется. Вопрос, опять же, в регуляторике. Ну, то есть, как бы, если будут признаны, как это сказать, ну, то есть, если регуляторы начнут признавать вот этих вот автоматизированных, там, скажем, советников способными принимать решения юридически, ну, то есть, как бы, если нейросеть решила, что вот этот платеж надо провести, то не ждать авторизации от человека с кнопкой, а дать ей возможность его провести со всеми последствиями. Ну, то есть, как бы, чтобы, платеж прошел, чтобы в случае, если этот платеж противоречит там, каким-то нормам, компания, владелец этого советника понесла ответственность, ну, вот такие всякие штуки. Ну, госслужащие тоже, по идее, которые выполняют повторяющиеся действия, они тоже должны сократиться? Это относится ко всем профессиям. Да? То есть я понимаю, что особенно хочется прицелиться у госслужащих, но автоматизация затрагивает и затронет, к сожалению, всех, включая моих нежно любимых программистов, которых так, к сожалению, сейчас не хватает на рынке. Ну, то есть вот сейчас уже есть нейронки, которые пишут простой код, и он работает. Они его пишут, соответственно, очень быстро. И дальше как бы это все будет развиваться. Если говорить про, там, условно, топ-5 профессий, которые устойчивы, которые, ну, скорее всего, будут как-то востребованы, их нет. Все, что связано будет более-менее устойчиво, все, что связано с креативностью, с созданием каких-то новых смыслов, новых бизнес-моделей, новых продуктов. То есть то, что пока... Искусство, да. культура. Ну, искусство нейросетки на самом деле сейчас рисуют прикольные картины, которые уже неплохо продаются. В чем основной недостаток любой системы искусственного интеллекта? Ей необходима обучающая выборка. Ну, то есть нужно посмотреть на какую-то историческую перспективу того, что происходило, чтобы научиться
ну, там, на причинно-следственных связях и попробовать прогнозировать эти причинно-следственные связи в будущее. Соответственно, когда задача лежит в рамках полной неопределенности, когда нет, например, исторических данных, то здесь человеческий мозг за счет интуиции, за счет проведения каких-то неочевидных параллелей пока еще сильнее. Ну, опять же, что будет в динамике, непонятно. Для современного человека банк – это не только место для хранения своих денег или для получения кредитов. Для современного человека банк – это прежде всего надежный партнер, открытый к любым инновациям и к любым идеям и готовый прийти всегда на помощь. Таким партнером для меня является Forte Bank, потому что Forte Bank поддерживает любые творческие и креативные инициативы, поддерживает малый и средний бизнес, женское и молодежное предпринимательство. Я считаю, что каждый современный человек должен сделать правильный выбор. Информацию о продуктах Forte Bank вы найдете по ссылке в описании к этому видео. Давайте вот про то, что будет с современными медиа в новой цифровой реальности. Например, с телевидением. Вот есть такой спор большой. Телевизионщики, все, как в фильме «Москва слезам не верит», они говорят, телевидение будет. Ну вот театр же не умер, телевидение не умрет. Когда вы в последний раз отправляли телеграмму? Ну, не помню, уже давным-давно. Ну, вы до сих пор можете это сделать. Телеграф не умер же? Ну, почта. Почта. Нет, именно конкретно технология, телеграф. Ну, то есть до сих пор телеграмму можно отправить. Пожалуйста, как бы почта предоставляет такую услугу. Вопрос в том, что количество людей, которые пользуются этой услугой, статистически равно нулю. Телевидение не умрет. Телевидение как технология не умрет. Просто количество пользователей телевидения статистически станет равно нулю. Ну, то есть где-то, когда-то, кто-то, кому-то будет транслировать телевизионный сигнал для того, чтобы вот на оставшихся 3 телевизорах это можно было смотреть. Опять же, зависит от развития инфраструктуры, от каналов. То есть сейчас телевизор выживает за счет вещания в удаленные регионы, там, куда еще, например, не дотянулся интернет, и у людей просто нет других каналов получения информации. Телевизионный контент как жанр не умрет, потому он просто трансформируется, он перейдет в другой канал. Ну, условно, да, если смотреть эволюцию, вот был театр, потом вдруг появилось кино, которое на самом деле, ну, это же гипертрофированный театр по-хорошему, да? Сейчас меня казнят критики, но... Нет, это просто кино, это тот же театр, только на определенном носителе. Ну, то есть, если театр ты же вживую посмотрел и ушел. Ну, если бесчувственно относиться да, если бесчувственно. к составляющей, так скажем, искусства, потому что театр вечен. Да. Театр, кино, телевидение, интернет. Ну, причем интернет именно медийный интернет, который доставляет развлечения. Ну, то есть понятно, что там кино выродилось в ТикТок. Ну, прям выродилось, да. То есть все идет по упрощению. То есть людям хочется потреблять больше и проще. И желательно не выбирать. У меня у сына логопед, она жалуется на то, что сейчас повальная история, когда дети начинают разговаривать на английском раньше, чем на родном языке. Просто потому что, ну, как сейчас выглядит современная педагогика? На телефон и отстань от меня. Вот. А дальше понятно. Ребенок, который растет с Ютубом, это такое себе. Потому что, опять же, не формируется алгоритм выбора, потому что ты просто нажимаешь на play, и дальше у тебя бесконечная лента рекомендаций, которые тебе показывают. Не надо ничего выбирать, просто сиди смотри. Ну и плюс ко всему понятно, что англоязычного контента больше. Те же самые мультики, очень много английских, но они залипательные. Дети же в состоянии. У меня сейчас 3-летний сын может 5 раз подряд посмотреть там «Кунг-фу Панду». 5 раз.
вот подряд, потому что сам процесс нравится. И за счет повторений английский тихонечко становится первым языком. И это тоже на самом деле печально, потому что вместе с языковыми конструктами приходит и, как бы так сказать, национальная идентичность, да, то есть в зависимости от того... Культурная идентичность. Да. Вот. И, соответственно, сейчас по всему миру выращиваются global citizen, да, то есть которые не очень понимают, где они и кто они. Но это опять же, мы вот это все хлебнем лет через 20. Я, наверное, еще доживу, да, надеюсь. Посмотрим. Ну, то есть телевидение как формат останется, но будет... Ну, то есть он уже сейчас не выполняет той функции, которую изначально он... Нет того пиетета, да, то есть я помню, когда мне было там лет 5-6, ты бежишь домой, чтобы включить телевизор, потому что в 17:30 утиные истории. Да, было такое. Вот, и ты бежишь, потому что это ну, момент праздника, когда вот тебе что-то показывают, и ты должен на это успеть. Все, больше этого нет. То есть у меня старшие дети, они выросли без телевизора, вообще совсем. То есть в доме не было ни одного эфирного канала. И когда мы периодически там приезжали в гости к бабушке, я наблюдал, как они залипали в телек. У них был культурный шок от того, что там идет какая-то картинка, которую сделал кто-то за них, и они не могут ничего выбрать. И они прям садились и залипали смотреть, а что будет дальше? А как они выберут? Прикольно. Ну, то есть, вот от того, что кто... Интерактива нету, короче. Да, но в Ютубе тоже практически нет интерактива. Ну, то есть, ты можешь там комментарии писать. Не, я имею в виду в выборе, да, то есть ты не можешь повлиять на рекомендательную сеть в тот момент, когда она делает выбор следующего ролика. Ты можешь его скипнуть и перейти к следующему. Но повлиять на этот выбор ты не можешь. В телеке то же самое, да, то есть есть редактор, который выбирает сетку, что в этой сетке будет показано. Но когда дети с этим сталкиваются и понимают, что это другой человек, что это не YouTube, а это человек конкретный какой-то, то у них прям вот, достаточно удобно. Посадил, через 2 часа забрал, пошел по делам. Печатка вообще умрет? Сейчас она как-то еще теплится. Книги. Ну, я не помню, с кем я разговаривал пару дней назад о том, что печатная пресса нужна в случае для того, чтобы оповещать людей о том, что нам все плохо, когда начнется ядерная война. Потому что все другие... Отключат все. Вот как в январе было. Вот отключили интернет, все положили. Люди остались без информации, в вакууме. Да. То есть на случай как бы вот таких катаклизмов все-таки какая-то печатка? Нет, печатная пресса не успеет. Ну, то есть, опять же, поскольку скорость всего происходящего сильно выросла, да, ну, то есть, то печатная пресса не успеет. Печатка, к сожалению, у нее, ну, я не вижу того, что печатка может сделать из того, что сейчас не может цифра. Нет никаких преимуществ. То есть там, условно говоря, телевизор еще может хоть как-то дотянуться там сигналом до региона, где нет интернета. И это, по крайней мере, история про донесение той информации, которая случилась, ну, примерно здесь и сейчас. Ну, представляете, актуальность информации в газете 4-дневной давности, которая доехала. Ну, как бы бессмысленно. Печатка будет умирать, к сожалению. Ну, вот давайте от как бы глобальных вещей к локальному. Как вы оцениваете современное состояние казахстанского рынка IT и медиа? С переменным успехом. Давайте скажем так. Ну, то есть что-то хорошо, что-то плохо. Ну, что хорошо и что плохо? Что хорошо, есть iTube. Что плохо, что плохо? Что плохо на медиарынке? Плохо, что мало технократов. Ну, то есть людей, которые рассматривают работу с аудиторией не как директивное вещание. Ну, то есть очень тут еще старая школа о том, что как бы мы СМИ, мы вещаем, и люди нас слушают, потому что мы СМИ.
Уже не так. Ну, то есть технократичный подход к медийке заключается в том, что любая информация, которую вы сообщаете, вы теперь обязаны ее продавать. Вы обязаны работать с аудиторией, вы обязаны мерить эту аудиторию, смотреть, как она реагирует на то, что вы сообщаете, использовать, ну, опять же, цифровые инструменты. Там, кто-то, там, не знаю, я считаю искренне, что там, директор по цифре в медиакомпании должен, ну, быть на втором месте. Ну, то есть на первом генеральный, на втором месте, ну, на уровне, там, условно, с главным редактором, да, то есть это человек, который определяет, как будут устроены каналы коммуникации. Креативные команды, они хорошие, они пишут тексты, снимают видео, там, что-то пытаются сообщить. Вопрос, что рядом должны быть люди с экспертизой, которые в состоянии то, что сделали креативщики, правильно упаковать и распространить. Тогда СМИ сохраняет свою функцию средства массовой информации. В противном случае, ну, как бы нет. Ну вот сейчас все говорят, ну вообще не только сейчас, вообще все говорят о конвергентности. То есть там журналист, это должен быть конвергентный специалист, который может там снять сюжет на iPhone, телефон, его там отмонтировать, наложить, сделать какой-то сюжет, чтобы обогнать социальные сети. Это первое. Второе, не обязательно это должно быть через само средство массовой информации, потому что люди получают информацию через мессенджеры. То есть людям нужно доставить до них, прям, ну, скажем, в их непосредственную среду их обитания, где они привыкли потреблять эту информацию. Соответственно, не нужны будут огромные там площади, там, я не знаю, павильоны, большие аппаратные, эфирные, вот традиционные представления о телевидении, которые есть. Плюс еще раньше, если, например, телевидение, это была такая привилегированная каста, которая говорила о том, что она готовит качественный контент. Сейчас вот вопрос качества, он тоже так упал. То есть, ну вот, все уже там с зумов выходят в прямые эфиры, да, то есть не нужна студия, там красивые павильоны и так далее. То есть как это будет вот в целом менять казахстанский рынок? У нас уменьшится количество телеканалов или увеличится, или они в соцсети уйдут? Ну вот какое будущее вы видите? Знаете, какое одно из самых больших медиа в мире сейчас существует? Прямоэфирное, с диким количеством контента и с очень большой аудиторией. Это фабрики товарных стримеров в Китае. Это люди, которые приходят на работу в 8 часов утра, уходят там типа в 12 часов ночи, и все это время они находятся в прямом эфире и рассказывают о том, почему надо купить тот или иной товар. Это, ну, то есть там миллионы людей в онлайне все время. Ну, как, там, и это единая платформа медийная для того, чтобы обеспечивать продажи. С точки зрения как бы, ну, телевизионного подхода, это классическая прямоэфирная такая история. Да? Причем, кстати, ну, просто телевизионщику сказать, что, короче, смотри, нужно сделать медиа, в котором будет 10 тысяч прямых эфиров единовременно. Человек скажет, ну, вы с ума сошли. Вот. Ну или, например, один канал целый день вещать в прямом эфире. У нас сейчас никто не вещает в прямом эфире. Ну, скажем так, часы есть там 1-2, ну так вот, чтобы я не знаю, с 5 и до 12. Сплошной прямой эфир. Ну, были некоторые каналы, которые так делали. Вопрос, зачем? Ну, то есть, какая цель? Какая цель вообще сейчас у телевидения? Не умереть? Это, ну, такая... Это как борьба с безнадежной болезнью, которую надо продлить. Ну, в данном случае, там, мне кажется, эвтаназия была бы более гуманной. Это мое частное мнение. Опять же, телевидение умирает как формат передачи сигнала. Телевидение не умирает как формат создания контента. Понятно, что никто больше не будет смотреть чопорные выпуски новостей на 25 минут с непонятным количеством сюжетов. Да? Люди с удовольствием смотрят отдельные минутные ролики о том, что для них реально важно, когда у них есть возможность выбора. Конечно, что происходит? Если у вас исчезает медиум, на котором вы выходите, то надо искать какой-то новый. Ну, то есть понятно, что это соцсети, тот же самый YouTube.
айтю, пайту, если мы говорим про Казахстан. Там другая проблема, что как бы вот вы телевизионный канал. Вы привыкли показывать рекламному агентству там, исследования независимого какого-то оценщика, который говорит, что вас смотрит там 1 миллион человек, или 2 миллиона человек, или 10 миллионов человек. У рекламного агентства есть очень понятная цена контакта, которую они берут из бюджета рекламодателя и отдают вам. Соответственно, на эти деньги вы содержите огромные эфирные, там, творческий коллектив, ПТСы, там, не знаю, спутники и все прочее. В тот момент, когда вы переходите на платформы, вас ожидает горчайшее разочарование, потому что вот эта вся цепочка оказывается разорванной. Вы больше не имеете права устанавливать там, ни цену, ну, то есть даже не так. У вас больше цена контакта, вот сейчас правильно вспомнил, цена контакта стремительно приближается не к нулю, но радикально падает, потому что, опять же, рекламодатели очень быстро поняли, что в перформансе, когда вы контролируете количество показов вашего рекламного сообщения, видите сразу результат, это эффективнее, чем телевизор. То есть во всех странах телевизионный бюджет сейчас меньше, чем бюджет диджитал. Вот, и рекламодатель, естественно, бежит туда, и дальше вы смотрите на все свои эфирные, творческий коллектив, там все прочее, и думаете, как вот это все теперь накормить 10 тысячами долларов, которые пришли с Ютуба в этом месяце. Решение, понятно, оно приходит достаточно быстро. Поэтому люди начинают снимать на айфоны, появляются конвергентные журналисты. Проблема в том, что платформы, это моя такая личная персональная боль, да, то есть платформы снижают качество контента. Ну, я не говорю про подписные сервисы типа Netflix, который может себе сейчас позволить снять кино за 200 миллионов долларов, неважно, хорошее, плохое, но, по крайней мере, приличного качества. Платформы типа социалок, типа Ютуба, они стимулируют на производство максимально короткого. То есть вам нужно снять ролик в 59 секунд. Максимально короткий и максимально цепляющий. Чтобы человек досмотрел его до конца, посмотрел рекламу на Ютубе, ну, то есть, ну, понятно здесь, да? И исчезает жанр вдумчивой подачи. Когда вы, даже, условно говоря, на факт-чек уже у многих не остается времени, да, то есть что-то где-то произошло, давайте скорее ставить, потому что если мы сейчас не поставим, то поставят другие, трафик уйдет туда. Вот. И из-за этого как раз вот эта вся история с фейк-ньюсом, да, когда, ну, то есть, когда как бывшие респектабельные издания вдруг начинают ссылаться на какие-то телеграм-каналы как на источник правды. Ну, то есть там 15 лет назад это невозможно было себе представить, что без 2 подтверждений даешь какую-то большую новость. Сейчас уже такое начинает происходить. И опять же, меньше денег, меньше качества, усреднение, размытие брендов. Мы делали исследования, люди, по большому счету, там, за последние 10 лет очень сильно просела брендовая привязанность в медийке. То есть там есть отдельные бренды, которые держатся, ну там топ-1, топ-2, а все остальные размылись. Ну, то есть человеку абсолютно все равно, где он читает новости. Ну, то есть там есть какие-то личные предпочтения, и то они скорее связаны, типа, удобно-неудобно, читаемо-нечитаемо, там, с ошибками пишут без ошибок, ну, вот такое. Но там, я помню, когда в тех же самых нулевых, да, человек должен был открыть «Коммерсант» в России, «Коммерсант» и «Ведомости», чтобы посмотреть, как они по-разному подали один и тот же информповод, чтобы понять, а что там вообще происходит. Сейчас вот этого нету больше. Все занимаются художественным рерайтом с дикой скоростью друг за другом. Вот, и это, опять же, связано в том числе и с платформами. И с рекламой, да, потому что там, опять же, 15 лет назад основная масса рекламы на сайте продавалась напрямую. То есть где-то у вас в офисе сидел человек перед телефоном, телефон периодически звонил, он снимал трубку и говорил: я хочу, там, не знаю, 5000 тенге за 1000 показов баннера на главной странице. Или еще проще, там, типа 10 миллионов за неделю на главной. Неважно, сколько там трафика будет. И было все, в общем, неплохо, да, то есть там те деньги, которые приходили, они, конечно, не позволяли в полной мере кормить редакцию, но, по крайней мере, это было такой хороший подспудный доход. Сейчас
Сейчас, опять же, рекламные сети монополизированы теми же самыми большими компаниями, Гуглом, например. И там выручка падает, потому что комиссии там комиссия, тут комиссия. И в результате доходит все меньше и меньше. Вот. И поэтому доходы с сайтов сокращаются. То есть уже сейчас проблема даже не в том, что телек умирает, проблема в том, что умирают сайты. Телек, то есть вот если там в диджитал смотреть, да, то про телевизор уже как бы либо хорошо, либо никак. А про сайты пока еще что-то можно хорошо, но уже скорее в перспективе 5 лет уже тоже хорошо или То есть никак. они в мессенджеры уйдут? В мессенджеры, все-таки в контентные платформы, да. То есть мессенджер не... Ну, Telegram, это же мессенджер, или это контентная платформа? Это и то, и другое. Это и то, и другое. То есть, с одной стороны, это мессенджер, с другой стороны, это огромная контентная платформа, которая... Ладно, не буду. А вот скажите, вот в этих условиях вы развиваете локальные продукты, Да. казахстанские. Это вообще потенциально, реальная история, что они останутся, и вот эти глобальные платформы их не сметут? Ну, смотрите, давайте так. Значит, у меня есть персональная цель сделать продукт, который хотя бы на региональном уровне будет конкурировать. Это моя личная цель. Если говорить про цель бизнеса, мы целимся не только в Казахстан, мы целимся вообще в тюркоязычный мир. Это 200 миллионов пользователей все-таки. Почему мы это делаем? Потому что мы понимаем, что, опять же, даже на уровне, я сейчас не говорю про Казахстан, я говорю вообще в глобальном регуляторы. Центральной Азии, да? Вообще совсем по миру, да, то есть регуляторы очень сильно устали от Гугла. И от Гугла, и от Фейсбука. Очень сильно. То есть в Европе уровень раздражения уже критический. То есть настолько критический, что GDPR это ответ Гуглу и Фейсбуку. И ситуация будет ухудшаться, потому что с точки зрения государства обидно смотреть, как какая-то частная компания зарабатывает на твоих гражданах, вытягивает кучу данных, знает о людях все, и при этом никаким образом не помогает развитию твоей экономики. Фактически, да. Ну да, справедливо. И я думаю, что регуляторные ответы на вот такую монополию будут. Я сейчас, опять же, чтобы не было грязных инсинуаций о том, что я где-то сижу, у меня тут кнопка заблокировать YouTube. Нет, этой кнопки нет, я надеюсь, не будет. Но регуляторные ответы по всему миру будут. У меня хороший пример. Австралийский стартап забавный, я не буду долго рассказывать, кто они, но они придумали страновую технологию. У них клиенты — это страны. Аналогов их технологий существует в мире две. Одна у Гугла, одна у Амазона. Они сейчас продаются как горячие пирожки, и у них основной, вот именно эти ребята, у них основной поинт: Господи, слава богу, что вы не Google и не Amazon. То есть на уровне государств уже есть понимание, что нельзя отдавать какие-то важные инфраструктурные вещи вот этим вот клевым ребятам из фанга, это Facebook, Amazon. И раздробленность в этом смысле, она будет расти. Но к тому моменту, как, например, рынок Центральной Азии осознает, Центральной Азии, немножечко Турции осознает, что хватит, вот мы здесь. Вот, если посмотреть на рынок Центральной Азии, какие страны потенциальные лидеры, а какие страны аутсайдеры? Я не люблю пальцем тыкать, да, хорошо, это неприлично. Неприлично. Но вы, как эксперт, какие страны вы видите потенциальными лидерами в Центральноазиатском регионе? Ладно, про аутсайдеров не будем говорить. Мне нравится история Казахстана, и мне нравится история Узбекистана. У Узбекистана большой потенциал. Опять же, за счет большой массы населения, которое пока еще не оцифровано. То есть если в долину посмотреть, там не так много. А Казахстан, на самом деле, здесь все относительно хорошо. То есть по цифре прям нормально. Если сравнивать, опять же, с некоторыми европейскими странами, Казахстан впереди. Причем достаточно сильно. А что нужно сделать нам, чтобы все-таки прыжок Барса? Типа Кореи, Сингапура. Не сравнивать себя с тем, кто слабее, а все-таки сметить. Честно говоря, я не знаю.
ну, опять же, это мое какое-то личное мнение, да, я не уверен, что для меня там сингапурский кейс — это пример для подражания. С моей точки зрения, Сингапур — это такая страна победившего большого брата с диким количеством регуляторики, где люди, в принципе, ну, достаточно стандартизированы. Я бы не хотел жить в Сингапуре. Ну, а на кого бы вы равнялись? На какую-то новую страну, которая, возможно, она будет называться Казахстан, например. Там, То есть пойти своим путем предлагаете? Да, потому что опыт, который произошел там 10 лет назад, он уже не релевантен. Он был релевантен той ситуации в мире, которая была 10 лет назад. Если повторять то, что было 10 лет назад, то вы навсегда останетесь в режиме 10 лет назад. То есть нужно делать что-то новое. И, опять же, возвращаясь к истории про возможность войти на виток, если у вас чего-то не хватает, вы можете купить это сейчас, самую последнюю версию. У вас нет легаси, который нужно сопровождать от предыдущих поколений, так сказать. Вот, поэтому я не специалист по прыжкам барсов, честно скажу. И вообще, как бы я все-таки в основном занимаюсь цифровыми и медиатехнологиями, но мне кажется, что сейчас ситуация, я бы скорее оценил как позитивную. В Казахстане? Да. То есть есть большой шанс сделать хорошо и в медийке. Чтобы было интересно, и чтобы люди... Наши Да. сейчас люди же, они же являются потребителями контента в большинстве своем, который создан не в Казахстане. Ну, да. Вот, и есть возможность для... Ну, вот «Салем», например, да, то есть 5.32 смотрели же, да? Начала смотреть, но я боюсь ужастики. Да не, нормально, это все это кино. Это Дети смотрят, это у меня просто к ужастикам такое личное отношение. Вот, «Салем» показал, Ну, что... «Саке» смотрела. «Салем» показал, что можно производить контент, который люди будут смотреть. И при этом никого не надо заставлять его смотреть, люди сами его смотрят. То есть не надо каждый вечер его показывать по всем телеканалам. Вот, пожалуйста, вот он лежит на YouTube, приходите смотреть. Люди приходят, смотрят, у YouTube сейчас больше 5 миллионов пользователей ежемесячно мы видим. И это хорошая цифра, мне нравится. Ну вот в заключение давайте такое, не совсем на позитивной ноте. Все-таки какие последствия такой вот бурной цифровизации нам придется разгребать лет через 20? Ну, на наш век хватит. Будет цифровой концлагерь или нет? Видите, я достаточно скептически отношусь к словосочетанию «цифровой концлагерь». Почему будет? Он уже есть. Ну, то есть та ситуация, в которой мы находимся сейчас, если говорить про действия глобальных компаний, то, в принципе, мы уж там. Ну, то есть, да, рядом с вами... Просто когда употребляется слово «концлагерь», у всех сразу появляются в голове бараки, какие-то неприятные охранники, да, там, и массовые убийства, да. Концлагерь — это в первую очередь массовое ограничение свободы, в том числе и свободы мысли. Это сейчас происходит глобально по всему миру. Когда вы открываете ленту Фейсбука, вы понятия не имеете, вы сейчас смотрите ленту своих друзей или вы участвуете в очередном эксперименте по моделированию поведения у пользователей. Facebook, конечно, дико прокололся с публикацией этого исследования. Это было несколько лет назад, когда они выкинули исследование о том, что, изменяя алгоритм ленты, они смогли моделировать настроение у пользователей в долгосрочной перспективе. Ну, то есть они 100 человек загнали в депрессию просто, тупо. И поскольку эти алгоритмы закрыты, поскольку мотивация транснациональных компаний неизвестна, то говорить о том, что люди, которые постоянно находятся вот в этой цепочке неразрывной потребления, не сидят в концлагере, почему? Понимаете, это вот есть такое ощущение, мне кажется, оно еще такое со времен Советского Союза осталось, что все импортное, оно хорошее. Да, есть такое. Что вот если импортная соцсеть, то она-то точно хорошая. И там так все удобно. И они же 100 пудов за демократию. Они же вот, ну, это же не так. Ну, то есть импортная, после того, как там в 90-е пришел
китайский ширпотреб, стало понятно, что не все импортное хорошее. После того, как Америка много раз ввязалась в непонятную войну, стало понятно, что демократия тоже как бы не очень работает. Но вот это вот ощущение того, что ну это же там америкосы, нельзя так говорить, американцы делали, да, это значит 100 пудов, там все хорошо. Вот с ним, мне кажется, надо бороться. Очень сложно работать, производя конкурентов, собственно говоря, вот этим качественным импортным продуктам. Ровно на основании того, что, типа, ребята, вы строите концлагерь, вот это все, вы нас сейчас все заблокируете. Ничего, у нас, во-первых, нет возможности это делать, а во-вторых, мы хотели бы жить все-таки в каком-то конкурентном поле, бодаться с тем же самым YouTube. И сложно преодолевать вот это вот отношение, да, то есть тут одно издание, уважаемое, с сайтом из 90-х, написало, что iTube похоже, что iTube делала команда пьяных студентов из нулевых. Мы, конечно, поржали. У нас команда сейчас будет почти 200 человек, и это такие как бы высокопрофессиональные айтишники. Мы, конечно, поржали с одной стороны, а с другой стороны, так, немножечко обидненько, потому что... Я думаю, это комплимент. Раз они написали, значит, это не просто так. То есть заметили. Любой пиар... сложно не заметить проект, который набирает больше, чем... Помнят. Да нет, я понимаю, что как бы любой пиар хорош, кроме некролога, да. Но это не тот случай. Это вот... Я вижу в комментариях нам удалось немножечко поломать уже этот тренд. То есть, да, были какие-то технические проблемы. Сейчас мы вышли на стабильный уровень. То есть люди по крайней мере, когда приходят 200 тысяч человек разом, да, они смотрят контент, мы его отдаем. Мы долго боролись с инфраструктурой, совсем победили. И сейчас уже, по крайней мере, люди в комментариях пишут о том, что типа, нормально работает, как бы все хорошо, то есть уже уровень. А есть механизм монетизации? Да, конечно. Та же самая реклама. У нас, например, мы стараемся сделать так, чтобы наши рекламные емкости нельзя было купить через Google. Нельзя и все. То есть понятно, что какой-то процент уходит, но основная масса продаж, которую мы пытаемся делать, это все-таки прямые именно здесь. Какие тренды на iTube? Какие, допустим, если, например, Google, а YouTube, там есть определенные тренды. Можно открыть сейчас и посмотреть. То есть, честно, я не знаю, что в трендах за сегодня, за вчера. Нет, вообще какие Подозреваю, там детские что 5:32. каналы, сериалы в основном, конечно. В основном сериалы конечно. На первом месте. Авторские каналы типа моего, они будут востребованы? Зависит от того. Смотрите, вот это тоже есть такое некоторое заблуждение. Да? То есть, когда мы разговариваем с контент-мейкерами на рынке, они говорят, хорошо, давайте попробуем. Дальше человек пробует, выкладывает один ролик, звонит через неделю, говорит, я не понял, а почему у меня 3 просмотра? Это понятно, что должна быть периодичность, должно быть системная работа. Системная работа по продвижению контента, который вы создали. То есть, если вы берете, публикуете ролик на YouTube, он наберет 3 просмотра. То есть понятно, что если вы не публикуете ролик, который паразитирует на ключевых словах, условно говоря, или не делаете какой-то мега-злободневный контент, который по рекомендашке, который рекомендашка пушнет в аудитории, то мы платформа. То есть, да, у нас есть механизмы промо, да, мы отлавливаем тот контент, который, как нам кажется, имеет смысл промотировать, и тратим собственные ресурсы на то, чтобы его промотировать. Чем больше контента будет на платформе, тем больше вероятность того, что найдется та аудитория, которая будет смотреть. Скажем вот так. То есть люди смотрят, на котят, а потом переходят смотреть 15-минутный ролик о том, как строят огромные корабли. Потом обратно возвращаются к котятам. То есть diversity в контенте — это важно. Поэтому авторский проект у нас... Приходите, у нас есть отдельная программа стимуляции авторского кино. Вот это можно обсуждать. Спасибо.